Основы технического парка Сибайского подземного рудника – оборудование зарубежного производства. Отличие новой машины, поступившей в пользование горнодобывающего предприятия, состоит в том, что сборкой этого самосвала занимались отечественные специалисты. Подземный шарнирно-сочлененный самосвал Bell B33L – результат локализации производства в нашей республике южноафриканской компании Bell Equipment, стартовавшей с 2015 года. Рафаэл Нигуманов, штатный машинист Сибайского рудника с 6-летним опытом работы, акцентировал внимание на практических достоинствах данного обновления. Отечественную надо развивать, потому что тем не менее там запчасти будут поставляться в короткие сроки. То есть не надо будет ждать, пока он там за границей придет или еще такое. У нас же в основном иномарки идут. И запчасти, соответственно, из-за границы идет. А так рассчитываем, что будут как бы комплектовать запчастями здесь уже непосредственно в нашем заводе НИФАС. И надеемся, что машина будет покажет себя хорошо. Там если механически, как бы вот этот спидометр стоит, здесь электронно уже все стоит. То есть уже как бы, может как бы и удобство будет, для машиниста. Ну и кабина, конечно, большая, удобная, наверное, будет кабина. Так, это по новой машине. Потому что наши старые машины, они идут, как бы с тесноватыми кабинами. Грузоподъемность новой машины составляет 33 тонны. В списке других технических преимуществ высокотехнологичный экономичный двигатель, удобная в использовании электроника. Самосвал оборудован двигателем Mercedes-Benz, модель OM501LA. Далее, по трансмиссии стоит коробка Allison, которая имеет 4 скорости передачи вперед и одну передачу назад. Трансмиссия фирмы Chrysler, которая в принципе зарекомендовала себя очень хорошо. Я так думаю, что эта техника оправдает ваши надежды, то бишь надежды компании по добыче вашей руды здесь. Провести все необходимые консультации и познакомить местный штат с особенностями техники на объект прибыли представители компании-производителя. Сегодня это первый образец серийного производства, ориентированный на внутренний рынок России. Сборка самосвала, как упоминалось ранее, производилась в Башкортостане на нефтекамском заводе НИФАС. Однако машине еще предстоит пройти проверку соответствия технической пригодности к местным производственным условиям. Каждый год в рамках замены и модернизации изношенного оборудования планируем приобретение новых самосвалов и ковшевых погрузчиков. В 2017 году приобрели погрузчик фирмы Caterpillar и самосвал фирмы Sandvik. На 2018 год запланировано приобретение подземного самосвала. Вот этот самосвал Bell, он будет проходить 3 месяца испытания. По результатам испытаний в рамках филиала, в рамках УГМК будет принято решение приобретать этот самосвал или какой-то другой. Однако, как отмечают представители южноафриканской компании-производителя, нет оснований сомневаться в перспективах взаимовыгодного сотрудничества. Хайнц Вортман, технический директор компании Bell Equipment Deutschland, прибыл с рабочим визитом, дабы лично проверить качество сборки и удостовериться в успешном прохождении первых опытных испытаний. My purpose is to assist with the handover of this new machine, which is first of in Europe and in Russia. Цель моего визита – убедиться, что машина действительно пригодна для работы в ваших условиях. Хочу заметить, это первая подобная машина не только в России, но и в Европе. При этом она уже доказала свою эффективность в Африке и Австралии. В этих странах эксплуатируется порядка 200 единиц такой техники. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.